Свыше 3 миллиардов рублей запланировано в Коми на ремонт школьных маршрутов. Уже в этом году эти средства позволят привести в нормативное состояние более 200 километров автодорог. Глава Коми потребовал жесточайшего контроля расходования этих средств. К слову, общая протяженность дорог, по которым курсируют школьные автобусы, более 3500 километров. И треть из них надо обновлять. Александр Карепин продолжит. «142 километра дорог регионального и межмуниципального значения в этом году будут приведены в нормативное состояние. Еще 60 километров отремонтируют муниципалы. В этом году на ремонт путей, по которым ездят школьные автобусы, выделяется рекордная сумма – свыше 3 миллиардов рублей. Такого в истории Коми еще не было. 2 миллиарда 200 миллионов – деньги республики. Еще 900 дают федералы. Уже известно, что часть этих средств пойдет на ремонт автомобильной дороги местного значения в Прилузском районе, а именно подъезд к поселку Гуляшор, по которому каждый будний день в школу и обратно на автобусе ездят дети. На приведение в нормативное состояние именно школьных маршрутов предусмотрено 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Это спасибо огромное Владимиру Викторовичу, то, что были нам увеличены субсидирования значительно, что позволит нам выполнить, по сути, небывалый объем работы. Небывалый объем работы требует и максимального контроля. На заседании правительства глава Коми четко дает понять, нарушения при строительстве дорог недопустимы. Каждая народная копейка должна быть вложена в ремонт, а не, цитата, «налево». Потому что главное – это безопасность детей. Я требую просто, чтобы был установлен и по партийной линии, по «Единой России» контроль жесточайший, народный контроль, депутатский, партийный, по линии измерительных лабораторий, которые у нас есть, которые у нас оснащена хорошо, по линии стройтехнадзора. Поэтому и, естественно, Михаил Анатольевич, по линии прокуратуры жесточайший контроль за каждой копейкой. Потому что каждая копейка народная должна быть вложена в ремонт, и в этих дорог, школьных маршрутов. Больше всего проблемных участков в Лудерском, Троицко-Печорском, Усть-Куломском и Сыктывкинском районах. Дорожный фонд последнего всего 38 миллионов. И, конечно, этого недостаточно, отмечает руководитель администрации района. В этом году в приоритете дорога в селе Иб. Какие еще участки латать срочно, определит ГИБДД. Обследование направлений пройдет весной. 80% дорог в ненормативном состоянии. И большая часть – это школьные маршруты. Я вообще считаю, что, по сути, единственным таким выходом из создавшейся ситуации вообще является то поручение главы о передаче школьных маршрутов из муниципальной собственности в республиканскую. Дорога Слутка-Шиладар – это школьный маршрут. Точно так же, как и дорога Зеленец-Парчик. Мы сейчас работаем с профильным министерством, готовим пакет документов. Но я думаю, что это свершится не раньше 2023 года, потому что 170 километров из 217 у нас это школьные маршруты. Первым делом приведут в нормативное состояние самые проблемные участки, по которым ходят школьные автобусы. А потому и муниципалитеты должны максимально оперативно проводить обследование дорог и докладывать об их состоянии. Мы каждый год проводим такие обследования. Мы проводим обследования, проводят такое обследование работники ГИБДД, администрации районов. Мы эту информацию получаем, обрабатываем. И на основании этой информации принимаем решение. Что делать с конкретным маршрутом? Либо просто ремонтировать, либо тут уже требуется капитальный ремонт. В прошлом году в Коми уже отремонтировали почти 49 километров региональных дорог, по которым школьников возят к учебным заведениям. Что же до дорог местного значения, то план даже перевыполнили. В соответствии привели почти 51 километр. Основные работы велись в Княжпогосском, Прилузском, Сыктывдинском и Усть-Куломском районах. В этом году объем работ значительно увеличится. Мы планируем привести в нормативное состояние более 200 километров дорог, задействованных в движении школьных маршрутов. И это, конечно, прорыв. Такого мы давно себе
не позволяли и давно таких грандиозных задач перед собой не ставили. И количество отремонтированных километров может стать даже больше. У муниципалитетов есть возможность использовать для ремонта дорожного полотна средства проекта «Народный бюджет». В республиканской казне в ближайшие 2 года на эти цели заложено более 150 миллионов рублей. Если сами муниципалитеты проявят активность и заявятся на конкурс, то они вполне смогут получить часть средств из этой суммы на приведение в порядок школьных маршрутов. Некоторые населенные пункты уже начали готовить свои проекты.